Внешняя политика Абхазии направлена на обеспечение безопасности суверенитета страны, граждан, развитие отношений, связи с субъектами мировой политики и, что самое главное, укрепление мира и стабильности в регионе. Я убежден в том, что эта встреча даст положительный результат касательно внешних политических наших взаимодействий со всеми странами, в особенности тут речь идет о вражеской Грузии. Представители АРУА обратились к председателю Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Астамуру Логуа. В обращении было предложено для обсуждения несколько вопросов. Один из них – о принятии внешнеполитической доктрины страны. Мы на уровне парламента между собой, общаясь с коллегами, в принципе, сегодня хотели как раз-таки большую часть, скажем так, нашей с вами встречи посвятить понятию, нужна ли нам внешнеполитическая доктрина, согласны ли политические партии с этим, что должно быть указано. Много времени прошло после признания независимости Абхазии, есть ли какие-то изменения, потому как есть у нас какие-то черновики, нашли мы их в кулуарах парламента, скажем так, на полочках парламентских шкафчиков, которые готовились уже не один, не два, а 5-6 лет назад. Такого рода, внешнеполитические доктрины. Они тогда не были приняты. Я согласен с тем, что нам давно необходимо принять внешнеполитическую доктрину. Это необходимо. И я думаю, я уверен, что в работе над этой доктриной должны принять участие представителей всех политических партий и организаций, и в первую очередь ветеранских организаций. Это очень важный документ, который нам сегодня нужен. На встрече также обсуждались вопросы актуальности женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Ключевым вопросом которых по-прежнему остается подписание с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией. Участие в женевских дискуссиях предоставляет нашей стране прямой канал связи с международными организациями ООН, ОБСЕ, а также с представителями целого ряда европейских стран, отмечалось на встрече. Между тем, представители АРУА считают необходимым включить в состав абхазской делегации в Женеве не менее 2 депутатов парламента. На женевских дискуссиях мы ставим вопрос о необходимости подписания данного соглашения с Грузией, соответственно, и Южная Осетия с Грузией. А грузинская же сторона декларирует идею о необходимости подписания этого соглашения с Российской Федерацией. Поэтому ведутся все эти годы дискуссии по этому вопросу, и в том числе круг вопросов, который обсуждается в Женеве, он достаточно широкий. Стоит ли обращаться от имени парламента республики в Госдуму Российской Федерации с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии? Еще одна тема, которую обсудили на встрече. Это, конечно, маловероятно, что Россия может такое принять. Но учитывая те взаимоотношения, которые сегодня есть между Грузией и Россией, и учитывая, что Грузия признала геноцид кавказских народов во время в 19 веке, в результате кавказских, может быть, и можно здесь, если очень грамотно, все хорошо это проработать, может быть, и можно здесь чего-нибудь добиться, хотя сложно. Если мы на уровне нашего государства, парламента, признаем геноцид со стороны Грузии, это будет большой посыл в мир, который будет говорить о том, что абхазы и грузины в одном государстве жить не могут. Не может народ, который подвергся геноциду, жить с народом, который этот геноцид проводил. На встрече также обсуждался вопрос готовности принятия соглашения с Россией зеркального предоставления нашим гражданам гражданства в упрощенной форме. Российская сторона предложила разделить на 2 соглашения эти вопросы. И на ваш вопрос хотелось бы отметить, что на тех консультациях мы однозначно дали понять, что зеркальности в этом вопросе быть не может. И обосновали свою позицию. То есть, если будет упрощенное получение гражданства для жителей Абхазии, то это будет иметь односторонний порядок, да. То есть зеркальности в упрощенке не будет, да, одним словом.
Единственный вопрос, по которому разошлись мнения участников встречи, это вопрос, касающийся возможности торгово-экономических связей с Грузией. В итоге все согласились с тем, что этот вопрос может стать предметом отдельной встречи. Также прозвучало мнение, что такого рода встречи должны носить систематический характер. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.